При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Охота на уток – одна из самых спортивных и азартных. На этот раз поохотиться на уток нас пригласил профессиональный охотник, президент Казахстанской Федерации Тэквондо и просто отличный парень Даурен Нургалиев. Всегда интересно пойти на охоту со спортсменом, который провел полжизни в спортивном зале и полжизни на охоте. Сначала мы договорились о том, что это будет выезд километров за 120 от Алматы. Однако Даурен, его братья и друзья относятся к охоте очень серьезно. Мы встретились с его компанией на Астанинской трассе. Несколько джипов тронулись в путь. И за 2 дня мы фактически проехали 1100 километров. Выяснилось, что наши спутники всегда путешествуют сознанием дела, не жалеют средств для отдыха на природе. Вот сегодня выехали на охоту, у нас небольшая группа, 4 машины, едет автомобиль КАМАЗ, специальное оборудование для охоты, с кунгом, есть 6 спальных мест, кухня полевая, все полностью подготовлено. Сейчас будем пробираться дальше, посмотрим, как приедем на место, расположимся. Даурен и его братья Ержан и Жанбалат уделяют очень много времени охоте. Приучают и детей, которые почти всегда сопровождают охотников в экспедициях. Специально для них взяли квадроцикл. Хорошая забава в безлюдной степи. Ну и какая же охота по Перу без хорошей охотничьей собаки? Курцхар по кличке Марсель – отличный помощник во время утиной охоты. Все это предполагало, что у нас будет настоящий праздник на свежем воздухе. В дни весеннего равноденствия отмечается праздник Наурыз, или Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, когда положено много есть и блюда на столе должны быть особыми. Но об этом позже, а пока еще мы едем на место. 400 с лишним километров мы отмахали по асфальту до поселка Топар, повернули на Жальтарангу и по степи, по бездорожью ехали еще около 100 километров. Снег сошел недавно, но погода была солнечная и дорога подсохла. А ведь когда мы выезжали из города, стоял густой туман, подпортивший всем нам настроение. Местами попадались солончаки. Машины месили колесами грязь, проезжая через огромные лужи. А степь желтела прошлогодним сухостоем, по которому иногда приходилось прокладывать путь. Еще немного, и это пространство станет зеленым, и придет в наши края благословенное лето. А пока разрешена весенняя охота на уток, и мы этим воспользуемся. Каждый год сроки охоты меняются, но на Наурыз обязательно в одном из регионов Казахстана открывается охота на уток. В Алматинской области это либо Топарские озера, либо окрестности села Маловодные, близ Алматы, либо район города Талдыкурган. Наконец, как раз к вечерней зорьке мы добрались до места у реки Топар. Разбили вокруг КАМАЗа лагерь, натянули тент и заработала в лагере полевая кухня.
С собой, как и полагается на праздник, мы привезли тушу барана и немного конины, так что Наурыз начали отмечать богатым угощением. Это конина, это каза. Она режется вот так. На самом деле Наурыз у нас ассоциируется обязательно с весенней охотой. Это для нас праздник, двойной праздник. А Наурыз көже, И самую настоящую. остатки казы карта как раз к весне. Ну, зимы что осталось. Зимы, вот это что всё. осталось. Вот это все, Все у нас кушают. самое настоящее, вот это вот казы. Пора идти на охоту. Надо переодеться и переобуться в резиновые сапоги или ботинки. Весна еще только началась, а клещей в траве уже огромное количество. Мы снимали их с одежды, но местные охотники успокоили, мол, в этих краях клещи не опасны. Зато пока еще нет комаров, способных испортить даже самую интересную охоту. Еще в пути мы заметили, что в небе маячит большая стая уток, но тогда мы были далеко от места охоты. По правилам, весенняя охота на утку проходит так. Охотник высаживает подсадных уток на воду, а сам прячется в укрытии, сделанном из подручного маскировочного материала. Это может быть сухая трава, камыш или замаскированная лодка. Подсадная утка приманивает диких селезней. Весной разрешена охота на селезня, которого можно стрелять на подлете к воде. Это одна из самых увлекательных охот. Добывается исключительно самцы уток, что минимизирует вред для популяций водоплавающей дичи. Для удачной охоты важно, чтобы стояла так называемая утиная пасмурная погода, когда ветер гонит уток с места на место в поисках укрытия. В такую погоду охота может длиться с утренней зорьки до наступления темноты. У всех были разные ружья. Гладкоствольные, с вертикальным и горизонтальным расположением стволов 12-го калибра. У Ержана Керимбаева отличное полуавтоматическое ружье 12-го калибра итальянского производства. К вечеру похолодало. Озера в тех местах еще промерзшие. В протоках стоит лед. В нем можно разглядеть замерзшую рыбу. А перелетных птиц, таких как краснобаш и огарь, еще нет. В этот вечер охотники взяли 2 селезней. В тот вечер мы познакомились ближе. Оказалось, что Даурен Нургалиев – потомственный охотник. Его дед жил в Нарынколе, у подножья Тяньшанских гор. Во время войны, вот дед, когда его с Караганды отправили уже домой, там он в шахтах здоровье потерял уже все. Он приехал домой, что, на Рынколе нет, мужиков нет. И он, оказывается, каждый день утром садился на свою лошадь, брал своих вот собак и в гору уезжал. И вечером привозил там косулю там, или еще что-нибудь там, морала, обязательно. И весь аул собирался около их дома и ждал их вечером. И вот он мясо раздавал. Вот, и говорит, вот так от голодной смерти спас. Вот для меня это было откровение. Я этого не знал на самом деле. Ержан Керимбаев вкладывает в охоту немалые деньги. Он держит специальный автопарк. У него разные ружья. Ержан говорит, что много трудится для того, чтобы получать от жизни удовольствие. Он приучает к этой охоте своих сыновей. 12-летний Искандер не пропускает ни одной охоты. Он давал ружье, сказал, на, стреляй, я стреляю. Ага. Сколько уток подбил ты? 3, Ну, все под присмотром папы. да. Ержан предпочитает гусиную охоту и в этом году отмечает 10-летний юбилей с того дня, когда он первый раз поехал охотиться на гусей. Мне кажется, самая интересная охота – это охота на гуся. Где-то числа 20 октября мы выезжаем из города, забываем все, отключаем телефоны.
Гуси живут на луговых и болотистых пространствах. Они быстро передвигаются на суше и в воздухе, но ныряют хуже уток. Гуси находятся на воде меньше, чем утки и лебеди. Питаются они растительной пищей, главным образом зелеными частями растений и семенами. С помощью клюва с острыми зубчиками по краям они щиплют траву, поедают злаки, колосья, стручки, обрывают листья и ягоды. Весной гусей стреляют на утренней или вечерней заре, во время перелета с места ночевки на поля и обратно. Во время весеннего пролета их стреляют из засады, приманивая гусиными чучелами и манками. Летом добывают молодых гусей, у которых не отросли на крыльях перья, а также старых гусаков, которые линяют и не могут летать. В это время линяющие гуси держатся на малых озерах, сообщающихся протоками с большими озерами, куда они прилетают за пищей. Осенью при отлете гусей стреляют как весной, на утренней и вечерней заре, очень крупной дробью или мелкой картечью. Мы обсуждали преимущества той или иной охоты за столом. В тот вечер повар приготовил наурыз-каже. Мы ели казахское национальное блюдо бешбармак, а потом пели песни под гитару. Для остановки нет причин, иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. На утренней зорьке уток не было. В небе летали только чайки. Кругом лежала не распустившаяся после зимы степь, но повода для уныния не было. Повар не отходил от очага, на котором в казане варился плов. Поняв, что перелета еще нет, мы загрузились в машины и поехали назад другой дорогой. Выехали через Кунаевский мост на Баканас. Этот мост соединяет два берега реки Или, и если смотреть по карте, от Алматы до него с обеих сторон одинаковое расстояние. Здесь мы остановились, увидев местных рыбаков. Река уже открылась ото льда, пошел жерех. Мы с ребятами покидали спиннинг, но поймали только одного жереха. А в одном из разливов, в лужице размером метр на метр, снимали на видеокамеру двух лещей. Рыбы смело подплывали прямо к камере. На берегу, еще не освободившемуся от снега, сидели местные рыбаки и палкой с привязанной к ней леской мутили воду. Вроде баловались, но жерех клевал. Настоящая весна только началась, и мы обязательно еще поохотимся на уток, ведь с древности охота была одним из главных занятий человека. Охота помогала ему прокормиться, давала сырье для изготовления одежды, орудий труда и жилищ. Сегодня охота не потеряла своей притягательности. Поменялись только цели и способы охоты. Когда мужчина с азартом выслеживает дичь, когда он преследует зверя, когда караулит в засаде птицу, когда попадает в цель, в его жилах кипит кровь. Это не просто древний инстинкт. Сегодня охота – это спорт, в котором увлекаются тысячи людей.